Әйрлікін исәмесіз хөрмәтле болашақ коллегаларды ясыкелі әлі қатнашышларға добрый день. Здравствуйте, уважаемые участники фестиваля. И уже хочется назвать вас будущими нашими коллегами. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную Республиканскому фестивалю юношеской и молодежной прессы «Алтын калем. Золотое перо». И сегодня наши спикеры. Айдар Саидгарович Салимгараев, руководитель Республиканского агентства печати и массовым коммуникациям Татмедиа, Ренат Наилевич Садыков, министр по делам молодежи Республики Татарстан, Рима Атласовна Ратникова, сопредседатель жюри фестиваля, депутат Государственного совета Республики Татарстан, Шамиль Мухаммедович Садыков, генеральный директор акционерного общества Татмедиа, и также Рамзия Резвановна Галимова, исполнительный директор фестиваля и главный редактор молодежных журналов «Идель» и «Идель». Айдар Саидгарович, первым слово предоставляем вам для приветствия участников. Они уже частично посмотрели, побывали в Татмедиа. И учитывая то, что сегодня здесь принимает участие более 70 человек, для напутственного слова, так сказать. Друзья мои, мне очень приятно вас здесь всех видеть. Так много вас. На самом деле, когда мне цифру говорили, 72 человека прошли финал, да, вот, а когда визуально видишь, это совершенно иначе. И столько побольше немножко будет. Да, дай бог, так и будет. На фестивале летом встретимся и с удовольствием пообщаемся. Еще поплотнее. Но очень приятно вас всех видеть. Для нас это очень важный профориентационный проект. И, конечно, вот выступая перед аудиторией, хочется сказать, вот в прошлом году было столько, в этом году столько будет, все растет, но нет желания наращивать количество, а больше работать над качеством. Хотя в этом году мы немножко видоизменили сам фестиваль, и он длится очень долго. И это время, которое важно вам, чтобы понять, надо ли вам этим заниматься вообще в жизни. И я думаю, что многие для себя выводы сделают, и те, которые по-настоящему преданы профессии, которым будет интересно этим заниматься всю жизнь, они останутся с нами и будут дальше продолжать. Поэтому тем, кто остался, всех приветствую, а тем, которые посмотрели, что это не для них, это очень хорошо, значит, они смогут проявиться в жизни по-другому и другие направления для себя выберут. Это тоже прекрасно. Но самое главное – это общение, посмотреть, как этот мир работает, как он устроен. И то время, которое мы провели вместе, это неплохое время. И мы еще дальше, дай бог, со многими из вас, которые здесь присутствуют, продолжим общаться. Ну, в первую очередь, Ренат Наильевич, вам огромное спасибо за то, что прям от сердца чисто поддержали этот проект. Рима Атласовна, за вам. Сколько, 15 лет вы этот проект уже... 96-го года. 15, это я с другим уже конкурсом. 15 у нас канал форум начинается, я поэтому 15 лет говорю. Да. Ага. Сколько лет вы уже как родной этот конкурсом занимаетесь, как родным? И это на самом деле уже мероприятие, которое имеет большие давние традиции. В добрый путь вас всех. Цифры перегружать не буду, более погруженные люди есть уже, которые более четко доложатся. Приятно всех видеть. Удачи вам всем. И надеюсь, даже если вы не придете в профессию, вам это все в жизни поможет. Спасибо. Спасибо вам большое, Ренат Наильевич. Расскажите, пожалуйста, как вообще поменялась концепция фестиваля, потому что в этом году произошла большая перезагрузка, какие этапы сейчас в фестивале есть, и также о новых направлениях. Мигзур Ахмад, спасибо большое, дорогие друзья. Первое, что я хотел бы сказать, это тезис, который звучит следующим образом. Уровень компетенций, ваших профессиональных компетенций и умение ежедневно учиться чему-то новому определяют ваш уровень конкурентоспособности завтра. Наверное, это самая главная идеологема нашего фестиваля была и всегда будет, потому что здесь, в рамках фестиваля, уже много-много лет взращиваются молодые новые кадры для сферы журналистики по разным направлениям. И, конечно же, мы вот благодаря поддержке Римы Атласовны и нашего республиканского агентства, Айдар Саидгарович вас, да, и вас, уважаемый Шамиль Мухаммедович,
Этот конкурс в этом году также вместе с нашим журналом «Идель» внедрили. И, безусловно, мы рады, конечно же, тому, что 308 заявок было получено. Понятно, что не все дошли до финала. Наверное, так и должно было быть. Потому что на протяжении некоторого времени с вами работали эксперты высокого уровня и профессионалы, которые вас знакомили с профессией, с тонкостями. Сегодня вы уже работаете с наставниками, которые продолжают вам давать задания, вы их выполняете, и так продолжится до июня месяца, а уже в конце июня мы проведем наш традиционный уже фестиваль. Помимо этого, в этом году мы с оргкомитетом фестиваля приняли решение о том, чтобы поддержать и деятельность медиацентров наших высших учебных заведений и наших техникумов республики. И договорились о том, что объявим дополнительно еще 2 номинации. Это лучший медиацентр высшего учебного заведения и лучший медиацентр техникума. И победителям фестиваля выплатим по 1 миллиону рублей для того, чтобы они смогли усовершенствовать свою работу, скомплектовать технически свой медиацентр, ну и дальше уже развивать его деятельность не только внутри вуза или техникума, но и в Республике Татарстан. Помимо этого, мы в этом году вместе с оргкомитетом определили 5 тем, по которым вы работаете и будете продолжать работать. Это тема года семьи и года научно-технологического развития. Это патриотическое воспитание молодежи, психологическое здоровье молодежи и здоровый образ жизни, и межнациональное единство. Как нам кажется, это наиболее важные и приоритетные темы сегодня для нашего региона, и поэтому мы очень хотели бы, чтобы и наши юные дарования тоже окунулись и прикоснулись к тому, чтобы об этом был очень конкретный, интересный или, как говорит молодежь, годный контент в разных социальных сетях. И в интернете, и в телеграм-каналах, и на теле- и радиовещаниях. Очень отрадно нам отметить, что более 20 муниципальных образований, если быть точнее, 24 муниципальных образования отозвались на фестиваль в этом году. И очень приятно, что эти представители сегодня тоже вместе с нами. Безусловно, конечно же, и гран-при, которое всегда было, в этом году тоже остается. Гран-при по 3 направлениям, которые получат победители нашего фестиваля. И я думаю, что вы приложите все усилия для того, чтобы получить такую уникальную возможность. Ну и, как уже было сказано, ваше участие в фестивале в таком широком формате в этом году – это, безусловно, уникальная, хорошая возможность повысить ваши знания, ваш уровень компетенции, потому что и в этом даже году вот мы решили провести не просто финальный ваш выезд, да, финал фестиваля, но и промежуточную школу, будем говорить так, обучения вашего, да, с посещением телерадиокомпаний различных изданий и университетов, в которых преподают те или иные дисциплины в области журналистики. Поэтому я уверен, что вы получите много опыта, много знаний, познакомитесь друг с другом, ну и приобретете хороший, большой жизненный опыт. Спасибо. Спасибо вам, Ренат Наилевич. Римма Атласовна, вы как мама этого фестиваля, действительно, потому что я помню то время, когда еще мы поступали на журфак, и действительно всегда были гран-присты и на русском, и на татарском направлении. И вот Алтын Калям это прям вот был бренд, да. Поэтому вот коротко про историю, как это начиналось и насколько, так скажем, вообще идея этого фестиваля поменялась ли, или она все-таки сохраняется на протяжении стольких лет? Хайрлы күн, кадерлі яш коллегалар, калямдашлар. Добрый день всем, ребята. От всей души вас приветствую. Ну так уж мама, так мама.
1996 году мы начали проводить этот фестиваль. Я была редактором газеты «Молодежь Татарстана», которой сегодня нет, к сожалению, но потребность вот в молодежной прессе, в молодежных медиа, все-таки она есть большая в республике. В первую очередь нас поддержал тогда Госкомитет по делам молодежи, Марат Мансурович возглавлял Бареев. И вот, в принципе, вот мы чувствуем, что этот фестиваль вот все эти 28 лет был очень сильно востребован. Очень сильно. И всегда была интересующаяся журналистикой молодежь и готовые себя посвятить этой профессии. Мы вот для чего затевали это? Тогда такого большого уж дефицита журналистских кадров не было, но нам хотелось, чтобы подготовленные ребята приходили. Вот Айдар Саидгарович сказал, что профориентация. Да, действительно, это очень важно, потому что профессия журналиста – это очень, ну, на виду она, это очень яркая профессия. Такая мауктыргыч деп әйтергә булаймы, мауктыргыч һөнәр. Аның бик кызыклы яклары күренә. Беренче чиратта сәяхәткә бару мөмкинлекләре, атаклы кешеләр белән аралашу мөмкинлекләре, үзеңне таныту. Безнең бит әле бу Z буыны, мы же знаем, что вы поколение Z, да, в первую очередь вам надо проявить себя. Это ближайший путь вот к известности через журналистику, когда тебе это показывают на экранах телевизора, когда ты в блоге своем там 1000 подписчиков набираешь там и так далее. Вот, ну тогда блогеров не было, но вот наша цель была такая. Все-таки показать, что в нашей профессии, счастливо, он на следующее мероприятие убегает, вот показать, что яркие такие, есть красивые моменты в нашей профессии, но она другая все-таки. У нее изнутри, если ее рассматривать, это огромная ответственность, во-первых. Это, да, действительно, ты получаешь возможность доступа к информации одним из первых, но ты должен эту информацию уметь собрать, переработать, довести до людей. Ты отвечаешь за формирование общественного сознания. И вот, чтобы вы поняли это, вот для этого был задуман фестиваль, что это очень конкурентная такая профессия с большими стрессами. Вот я себя припоминаю, допустим, в начале своей журналистской деятельности, когда утром уже ты сидишь, лист перед тобой белый, время уже 5 часов, тебе к 9 на работу издавать материал, а у тебя ничего не получается. И такие времена бывают, когда ты не добрал материал, не домыслил там, не до конца тему там свою раскусил, что называется. Стресса много в профессии, и сегодня в ней много стрессов. Когда надо быстро-быстро с колес, все, не уходя с места событий, там набрать что-то, сфотографировать, там видео сделать, переслать. И конкурентная очень профессия. Раньше всех надо успеть, чтобы твое средство массовой информации это все опубликовало. Поэтому здесь много таких моментов. А самое главное, что это ответственность колоссальная. Ответственность колоссальная за то, что ты передаешь людям. Вот свои личные впечатления, мысли, позиции обнажаешь, да, и все-таки вот и в условиях вот нынешней информационной войны это очень-очень важно. Вот доносить эту информацию до людей, честную информацию, проверенную информацию. Вот, поэтому фестиваль, я очень рада, что этот фестиваль живет. И вы интересуетесь нашей профессией. Вот как Айдар Саидгарович сказал, если кто-то поймет, что, как Филипп Киркоров говорит, зашел не в ту дверь, можно еще вовремя успеть отойти. Но я думаю, что все-таки мы все примерно знаем, в какую дверь нам входить, и будем именно сюда идти. И хочу сказать также огромное спасибо, Ринат Наильевич, вам, потому что то, что вот переформатирован и в новых, как бы по-новому звучит сегодня Алтын Калям, золотое перо, это очень здорово, это тоже востребовано, это тоже требование времени. Вот я сказала, молодежь Татарстана газета была, да, ее нет сегодня, а потребность ведь общаться на какой-то информационной площадке у молодежи есть, и мы ее вот через новые направления студенческих медиа можем вполне создать. Это было бы здорово. Ну и поколение Z это вот вы, это дети интернета, это аборигены интернета. Мы с вами немножко разные. Я так думаю, что вот мы вот еще постарше поколение, мы различаем здесь офлайн, здесь онлайн. А для вас, по-моему, это все до кучи одно и то же. Вы там живете, вы там родились почти что, из рук не выпускаете эти гаджеты. Но у нас есть самое главное общее.
что мы хотим менять мир к лучшему. Я думаю, что вот на этой платформе и продвигаться к профессии будет нам легче и понятнее, и мы с вами должны достичь успехов больших. Но то, что нас вот будет где-то под 100 человек, это ни много и ни мало. Журналисты – это штучный товар. Тут такого по 1000 человек массового производства не бывает. Хотя надо сказать, что сегодня на нашем рынке, нашей отрасли, не на рынке уж, ну, рынок труда, в принципе, все равно это рынок, очень большая нехватка журналистских кадров. И в сфере пиар, и в сфере, ну, вот этой связи с общественностью, рекламы там и так далее. Везде. Прямо вот огромные списки там, значит, нужны, требуются, а закрыть эти ставки нечем. Поэтому флаг в руки, давайте вместе идем вперед. Спасибо большое. Благодарю вас, Римма Атласовна. Шамиль Мухаммедович, слово вам. Расскажите вообще, что из себя представляет на сегодняшний день медиахолдинг Татмедиа и каков медиарынок Республики Татарстан. И также задам следующий вопрос. Вот ребятам очень много напутственных слов говорится. К чему им надо быть готовыми, придя реально в эту профессию, что надо сделать, чтобы стать профессионалом в медиаотрасли? Хайрлы күн, добрый день, будущие наши коллеги, друзья. Мы в Татмедиа разные форматы работы с молодежью выбрали для себя. У нас огромное количество журналов, которые работают с разными возрастами ребят, начиная от дошкольников, школьников, среднее звено. У нас есть Салават Купри, да, это дети, которые до школы. У нас есть Ялкын, это среднее звено школы. Есть Идель, который занимается молодежью на 2 языках, татарча, русская. Вот то, что говорил Римма Атласовна о том, что жалко, что газету закрыли, «Молодежь Татарстана», но вот вместо этой газеты сейчас у нас есть проект «Идель», журнал, который в разных форматах работает, и онлайн, и печатный формат. Татмедиа огромная компания, где, чтобы вы понимали, 1500 человек у нас работают. Вот вы видели наши, наверное, прошлись экскурсию, посмотрели, 13 этажей, огромное количество редакций разных, татарча дашлевча, русча дашлевча, чуваш тильный товар, крашин газетлер товар. То есть у нас разные направления, есть районы, где на чувашском языке газеты издаются, есть на удмуртском языке издаются. Поэтому мы, специалисты нужны, журналисты нужны, всегда они востребованы, но нужно понимать, что нужны журналисты немножко другие, к которым мы привыкли до этого, может быть, да. Сейчас ключевые компетенции журналистов, они немножко отличаются от тех, которые, к сожалению, преподаются в вузах, да. Все-таки один из ключевых вещей – это умение выстраивать коммуникации, умение работать с информацией. И ключевая вещь сегодня – это умение работать в социальных сетях, в интернете. Да? Умение себя позиционировать, умение себя показывать, умение работать в кадре. В какой-то мере сегодня журналист, конечно, в первую очередь, наверное, блогер даже. То есть умение вести социальную сеть свою, умение ее правильно адаптировать, показывать. Даже когда мы человека берем на работу, сотрудник приходит на работу, в первую очередь, что мы делаем? Мы открываем его страницу в социальной сети, ВКонтакте, или в Инстаграм, и смотрим, как он ведет себя, как у себя показывает, как он видит жизнь. В принципе, страница социальной сети – это полностью раскрывает личность, умение человека работать с собой, умение себя показывать, рассказывать. Вот у нас Энджи здесь с нами сидит, да, она журналист Татар-Информа. Для интереса зайдите в ее социальную сеть, и вы увидите, каким должен быть журналист, да, Анжи? Снимать видео, рассказать свой взгляд на жизнь, умение себя преподнести, объяснить. То есть в наше время журналист не просто человек, который работает в редакции и публикует свои материалы в газете или в журнале, или в телекомпании. Журналист огромный объем информации преподносит через свою социальную сеть, умеет работать с аудиторией. Это очень важная вещь. Понятно, что не все вы, наверное, будете журналистами, но нужно понимать, что любой отрасли жизни, общества, культуры, экономики, везде человек должен уметь выстраивать коммуникации. Умение себя показывать, умение работать с людьми, умение работать с информацией – это востребовано везде, да? И министр молодежи сегодня должен быть блогером, да, уметь информацию доводить. И какой-нибудь там, не знаю, бизнесмен, создавая свой продукт, должен уметь вести в социальных сетях свою работу, работать в Озон, в маркетплейсах, то есть умение доводить информацию. То есть вот много вещей. И
ең мөһим әйбер, сіз аңларға тиіш, екі тіллілік мәселесі. Бүгінгі күнде татаршада, русшада эшлей білген журналист, аның бәясе икенче. Билингвальность – это сумасшедшее преимущество. Если к нам человек приходит, который умеет работать на двух языках, у него и ценник будет другой, и зарплата будет другая, и конкурентная стоимость его будет другая. То есть татаршада эшлей білсе, камил рәвештә фикерен җиткерә белсә, текст белән эшлей белсә, шул ук вакытта русчада килгәнә яза белсә, эшлей белсә, аның инде икенче бәя. Шуңа күрә татар телле булсагыз, сезнең өстенлек күбрәк. Һәм вторая очень важное преимущество. Я вижу здесь мальчиков очень мало, да? Мальчики, да, то есть огромный спрос на мальчиков. Мальчики даже в любом состоянии, в любом виде, они всегда, на них спрос больше. У девочек сложнее. Девочкам нужно быть и красивой, и интересной, и нахальной немножко, да, билингвальной, то есть конкуренция выше. Мальчикам проще. Это всегда так было. Я сам учился на журфаке. У нас из 13 человек на журфаке 2 было мальчика, остальные 11 девочек. Да, вот. А мы в любом состоянии, нас в любую редакцию всегда принимали. А именно, да. Но умение еще разговаривать. То есть сейчас журналистам быть сложнее, в 10 раз сложнее, чем, наверное, 30 лет назад. Да? 30 лет назад, чтобы быть журналистом, нужно было уметь писать сочинения и, наверное, и все, да? И более-менее там нормально выглядеть. Но тогда тоже да. А сейчас, чтобы стать журналистом, вам нужно уметь красиво разговаривать, выстраивать отношения, коммуникации, уметь себя снимать на фото, на видео. Это все собирать. Огромное количество других компетенций, которые нужно одномоментно изучать. Вот такие готовые ребята, мальчики, девочки нам в редакциях нужны. Приходите, у нас в каждом районном центре есть редакция, в Казани только огромное количество редакций, где нужны и СММщики, и веб-редактора, и журналисты. И мы готовы, естественно, работать. У нас вот специальное направление есть на филфаке, есть школа медиакоммуникаций, на КФУ пиарщиков готовят некоторые вузы. Да? В принципе, везде на вас спрос есть. И что хорошо, вы либо журналистом можете быть, 5 лет поработали журналистом, идете в пресс-службе, работаете, поработали в пресс-службе, вы всегда будете востребованы в редакции. То есть, в принципе, это в каждом министерстве, в каждом ведомстве, я думаю, что в Татарстане нет организации, в которой не было пресс-службы, да? Я только хотел об этом сказать, да. Что вот мы не просто вас так собираем тоже, да, мы за вами наблюдаем, смотрим, и, быть может, уже на этом этапе кого-то к себе возьмем. Обязательно, конечно. И у нас есть молодежные, детские редакции, тоже приходите. Есть ТНВ, Шваянтовы, есть огромное количество рынка. В принципе, Римат Ласан правильно сказал, да? Самая интересная профессия – это журналистика. Ничего не делаешь, обсуждаешь других, наблюдаешь, рассказываешь, себя все знают. Это бинго. Бинго – это полностью максимально самая полезная работа, и самые интересные, не пыльные, да. И всегда самым интересным моментом жизни вокруг тебя это всегда будет кипеть. Рахмат, Умышлар, всех ждем Татмедиа, приходите работать. Если будут вопросы какие-то, да, мы потом... Сейчас, да, Рамзея еще слово передадим, и потом перейдем уже к сессии вопросов. Рамзея Резвановна, коротко, не про эту выездную школу, что ждет еще ребят, как им готовиться к предстоящему летнему, так скажем, большой встрече, и на что обратить внимание для того, чтобы действительно завоевать гран-при и стать уже будущим абитуриентом, студентом профильного вуза. Всем добрый день еще раз. Мы сегодня с вами уже целый день вместе проводим, да, все уже, со всеми уже познакомились, уже с наставниками все занимаются. Сейчас на самом деле скажу несколько слов именно про эту, да, выездную школу, потому что мы обсуждали, у нас даже был такой разговор, я помню, как нам программу выстроить так, чтобы это было интересно и сейчас, а потом уже летом вы вообще приедете сюда на 5 дней, да, это будет большой, огромный фестиваль, и чтобы не повторяться потом, чтобы потом было еще интереснее.
Вот, так что мы очень много сюрпризов для вас готовим. Что касается именно этой программы, то у нас сейчас будет работа как раз в Татмеде, да, мы вас распределим в группы, вы будете работать с наставниками здесь, как раз вот и Шамиль Мухамедович рассказал, да, мы с вами увидели все студии, и вы уже, ребята пойдут уже заниматься со своими наставниками уже на локации. Также потом у нас очень интересные экскурсии. Ребята поедут в экстрим-парк Урам, а завтра уже у нас запланированы экскурсии уже телеканалы, это ТНВ, ГТРК, Эфир, да, ребята посмотрят. Также, что касается, и потом поедут в молодежный центр «Волга», да, где уже будут встречи с победителями фестиваля прошлых лет. Да, я вам очень советую прислушаться, как раз-таки там будут те люди, которые выиграли гран-при, как раз вы сможете разузнать, да, что нужно, чтобы выиграть гран-при, да, и также у нас запланированы экскурсии в вузы, да, которые как раз-таки, где возможно, невозможно, а точно трое из вас будут учиться, да, поступят. Это у нас Высшая школа журналистики КФУ, также это и ФМК КФУ, и Энергоуниверситет. Вот. Поэтому со своей стороны, да, от стороны организаторов желаем вам успехов. Мы очень правильно вот тут сказали, мы за вами наблюдаем, мы как бы смотрим, вы не думайте, у нас там в Телеграме огромный чат, огромное количество, целыми днями миллион сообщений, мы все читаем, да. И уже у нас есть как бы какие-то, так скажем, по секрету скажу, наработки, да, и делаем какие-то выводы. Поэтому от себя могу сказать, делайте домашние задания, слушайте наставников и как бы старайтесь проявить себя, показать себя. Очень тут правильно сказали. Успехов! Спасибо! Уважаемые коллеги, участники, мы сейчас переходим к вопросам, но прежде чем их задать, давайте договоримся, у вас есть микрофоны, вы их включаете, представляетесь, из какого вы района, и задаете интересующий вас вопрос. Итак, вот прям в заднем ряду, вот там, да, вижу руку. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Я Хайброва Альмира, Нижнекамский район, направление дизайн и верстка. У меня есть один вопрос, который, мне кажется, волнует многих старичков. Почему калямы не было в прошлом году? Спасибо. Калямы не было в прошлом году по экономическим проблемам. Это было понятно для нас, что мы в этом году должны сделать, наоборот, еще больше, дабы компенсировать тот талант-калям, которого не прошел в прошлом году. Поэтому я думаю, что в этом году мы сделаем все, чтобы его компенсировать. И в дальнейшем каляму быть. Самое главное. Да, пожалуйста. Меня зовут Арина Тыринова, представляю направление «Печатная журналистика на русском языке», город Казань. Ренат Наильевич, вопрос вам. Какова роль молодежных движений в формировании медиакультуры среди подрастающего поколения? Заранее спасибо. А я не увидел руку, поднимите, пожалуйста. Вот здесь, да? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вы знаете, сегодня многое зависит от социальных сетей и от СМИ в целом. То, каким образом каждый из вас позиционирует тот контент, который создает, от этого зависит настроение ваших окружающих, вашей аудитории, ну и вообще населения в целом. И, безусловно, для нас, как для Министерства по делам молодежи, очень важно, чтобы этот контент был не просто развлекательный, а чтобы он был в первую очередь полезным. Полезным в учебе, полезным в развитии каких-то своих творческих способностей, своих интеллектуальных способностей, навыков, полезным в профессии, полезным дома и так далее, и так далее. Это говорит о том, что и контент должен быть разным для разной молодежи, потому что для разных категорий молодежи контент нужен актуальный, интересный и полезный. Именно поэтому мы и, как я уже сказал выше, внесли вот нововведение, мы дали 5
тем, базовых тем для нас, да, которые для нас наиболее приоритетны в Республике Татарстан. И год семьи, и год науки и технологии, и патриотическое воспитание, и все, что касается межнациональных вопросов. И как показывает практика, мы были правы, что вот эти темы нужно было определить и вам дать. Мы видим очень серьезную отдачу и огромное количество интересного контента, и статьи, и видеоролики, которые вы производите, и уже сейчас даете, что называется, в информационное пространство. Поэтому от медиасообществ, от студенческих, от молодежных медиасообществ, от вузовских медиасообществ зависит сегодня, как я уже сказал, многое. Это зависит от настроения, которое мы создаем своим контентом. Я, можно добавлю, Арин? Позвольте, да? Я так поняла, что вопрос о роли молодежных объединений, да, в формировании молодежной политики и молодежной культуры, так? Да. Вот, я чуть-чуть тогда добавлю. Государству вообще выгодно, чтобы молодежь объединялась в свои какие-то, ну, не то, что неформальные, там какие-то закрытые группировки, да, которые в черном там на могилах сидят. Нормальные, хорошие организации. Потому что вам так интереснее и доступнее будет свои интересы доводить до государства, до государственных органов, которые занимаются вашими проблемами. И в том числе и министерству, а за ним стоит государство, интереснее, когда не каждому отдельно объясняешь, что делать, а большой группой людей работаешь. И вот это очень-очень-очень важно. У нас, наверное, несколько, там тысячи, наверное, счет идет, да, молодежных организаций, объединений некоммерческих, и каждый в своем направлении что-то делает. И мы ведь тоже можем этому содействовать. Знаете, вот это слово «воспитание», которое мы не очень любим сегодня, это же очень важная тема вообще-то. Вот в 90-е годы, я уж как поживший в жизни человек скажу, западная пропаганда очень мощно работала с молодежью и вообще, и не только с молодежью, с сознанием, с общественным. Вот много раз говорила, из наших законов федеральных вычеркнуты были слова «воспитание», трудовое воспитание вычеркнули, патриотическое воспитание, все вычеркнули. Это вернулось только уже в 2018 году, слово «воспитание» вернулось в закон об образовании и позже. Поэтому воспитание тоже важно, а как мы еще можем воздействовать на молодежь? А в чьи руки государство тогда передаст свое будущее, народ и люди? Как? Вот. Поэтому воздействовать и работать с молодежными организациями, я думаю, это очень-очень важно. Я как человек всю жизнь, можно сказать, безотрывно с молодежью работал, вот моя позиция еще такая. Ну и я добавлю, да, что деятельность общественных объединений, молодежных организаций, она, безусловно, должна тоже правильно позиционироваться. Иногда у нас встречаются примеры, когда то или иное движение, молодежное или студенческое, делает так много, но так мало об этом рассказывает. И это про пример, это про положительный образ молодежи, который действительно есть, и о нем нужно еще больше и больше рассказывать. Больше рассказывать, например, о тех же, как я всегда люблю это в пример ставить, о молодом враче, докторе, который вернулся после Казанского медицинского университета к себе в районную центральную больницу и в свои 34 года уже делает операции и еженедельно спасает жизни людей. Или больше рассказывать о молодой учительнице, которая вернулась к себе тоже в район после университета, и сейчас уже 3-й год подряд готовит 200-бальников. Она же тоже герой нашего времени, да? Или молодой полицейский там из Бугульминского района, который уже в свои молодые годы, отучившись в профильном вузе и вернулся участковым, он уже сейчас спас 2 жизни вовне своего дежурства во время пожара. Это тоже наши герои, и вот про них мы тоже, как молодежь, должны больше рассказывать. Это положительный образ молодого поколения, современного поколения. Да, пожалуйста. Добрый день. Куликов Алексей, Поволжский университет спорта, медиацентр. Вопрос, наверное, к Шамилю Юсуповичу, Мухаметовичу, извините, и Карузее Резвановне. Можете ли вы коротко описать стратегию взаимодействия вашу с молодежными медиа? Вот. Поскольку вы неоднократно говорили, от вас можно было услышать, что
молодежные медиа — это очень важная сфера для вас, в которую вы очень много вкладываетесь. Давайте я начну тогда. Да. Может быть, до начала, как я отвечу, давайте маленькие интерактивные голосования проведем, кто каким медиа пользуется. Вот я предлагаю вопрос задавать, а вы поднимайте будете руки, и мы поймем примерно, какими инструментами пользуется наша молодежь. Давайте поднимем руки те, кто читает газеты. 4 человека, 5, да? Кто читает журналы? О, побольше, 15. Кто смотрит телевизор? В 2 раза больше, чем журналы, да? Ну, тут других телевизоров нет просто. Да, да. А кто сидит в социальных сетях, смотрит блогеров контент? Я говорю, это аборигены интернета. То есть вот мы в Татмедиа вот примерно вот так же думаем, как вы, о том, что современные дети, они совсем другое поколение, да, и они самые сложные для нас аудитория. Детишки маленькие, они еще, родители их могут заставить читать газеты, журналы, каким-то образом на них действовать, да. А вот в вашем возрасте вы уже личности, вы свободные люди. Наверное, что-то очень сложно сделать, силком сложно с вами, да. И у вас есть свое мнение на жизнь, да, у вас есть свои инструменты восприятия жизни. Поэтому мы понимаем, что самое главное для вас медиа уже это блогеры, это паблики в социальных сетях. И мы в данном случае, говоря про молодежные медиа, подразумеваем, что в первую очередь блогеры, молодые ребята, которые ведут какие-то социальные сети, какие-то паблики, и вот мы на них ориентируемся. У нас есть, например, конкурс «Шап-блогер», который для татароязычных блогеров. То есть есть такое направление. Есть журнал «Идель», который проводит разные мероприятия. Вот сейчас Рамзия расскажет. Там тоже мы упор делаем на то, что все-таки нужно работать с конкретными людьми. Сейчас номер 1 медиа – это блогерство для молодежи. Для тех, кто моложе 30 лет, 99% ребят, которые моложе 30 лет, они смотрят каких-то блогеров и сидят в каких-то чатах, пабликах. И вот на этот тренд мы должны ориентироваться и этим работать в ближайшем будущем. И если думать, если вы спросите, каким будет Татмедиа, например, через 10 лет, да? Сейчас Татмедиа – это редакции, огромное количество редакций. А через 10 лет, возможно, это будут редакции, где будут работать блогеры. Да? Это будет, и эти блогеры, их аудитория будет не в СМИ, а именно в их аккаунтах. То есть, условно говоря, вот примерно понимание будущего. И я слово Рамзе передаю. Да, я продолжу. Журнал «Идель», вот насколько я поняла, не все, да, побывали в журнале «Идель». Я уже рассказала некоторым, да, как мы занимаемся, именно работаем с молодежью. Вообще вот сегодня тут очень правильно сказали, что ваше поколение, я вот сама очень много работаю с молодежью, преподаю, да, в высшей школе журналистики. И что замечаю, очень важно именно проявляться. Для сегодняшней молодежи очень важно, чтобы их было видно, чтобы их видели. Да? И когда мы вот журнал «Идель» именно в печатном варианте мы как бы публикуем, и я очень часто слышу этот вопрос, да, молодежь читает журналы, не читает. И я уже рассказала, да, сегодня, что у нас статистика хорошая, да, у нас как бы растут те люди, которые как бы читают наши журналы. Вот на сегодняшний день, как мы такой вывод делаем, да, даже вот если берем Тукая, да, площадь, это вендинговые аппараты, как раз-таки это университеты у нас в центре, да, у нас там журналы раскупаются. Вот также наши журналы представлены в книжных магазинах, и смена, да, это тоже молодежные книжные магазины. У нас каждый месяц растут как бы число читателей, поэтому о чем это говорит? Вот книги, скорее всего, многие читают, да, из вас. И мы говорим, раз книги читают, значит, можно делать журналы, которые тоже молодежь читает. Вот, поэтому это почему я про журналы начала. И мы сейчас заходим в вузы, наша задача показывать именно работу вуза, потому что вузы это не только студенты, это и молодые специалисты, это и преподаватели, да, которые выбирают профессию, например, педагога, да, в том числе студенты, которые достигли
каких-то успехов, да, и показывать их работу, потому что очень часто бывает, что как бы они огромную деятельность ведут, это ученые молодые, да, как бы у них огромные как бы есть достижения, но они про них никто не рассказывает, никто не показывает. Наша задача как раз-таки дать им площадку там, чтобы они могли о себе рассказать. И даже если мы говорим, что типа журналы не читаются, то мы видим, когда, например, у нас там выходят статьи, как радуются эти люди, они говорят: о, меня напечатали в журнале. Как бы в любом случае сейчас это тоже как бы в тренде. Очень важно даже блогерам быть как бы на первых страницах, так скажем, журналов и традиционных СМИ. Также плюс... Да, вот я как раз перехожу, вот мы создали новый сайт, хотим, чтобы в будущем сейчас выстраиваем эту систему, чтобы, например, новости вузов, да, какие-то интересные, они могли у нас на сайте тоже как бы выходить, рассказывать, потому что это колоссальная работа, да, и плюс, конечно же, у нас очень много проектов в социальных сетях. Сейчас мы только-только вот запускаем, да, ну как бы продвигаем, уже запустили, у нас очень много YouTube-проектов. Кстати, сейчас вот начали, и вам будет полезно, да, у нас новая рубрика на YouTube. Это мы ездим по вузам и рассказываем про вузы, куда можно поступить, приемные кампании. Мы уже съездили в ИФМК, съездили в университет спорта и туризма, поедем в КХТИ. То есть у нас каждая неделя сейчас прописано, что вы можете зайти на наш YouTube-канал и посмотреть про вузы, увидеть, за сколько рублей можно поесть в столовой, как они выглядят, вообще нормальные ли там условия для проживания, сколько стоит, да, хотим также поехать по общежитиям, проехаться, да, то есть мы хотим создавать такой контент полезный для студентов и вообще для молодых специалистов. Я могу вообще очень долго рассказывать про EDEL, поэтому давайте мы это оставим на вечер, потому что вечером мы еще с вами увидимся. У нас еще у одной участницы, по-моему, был вопрос, нет? Сейчас коллегам передадим на секундочку, потом к вам. И вот на этом, наверное, завершим. Добрый день еще раз. Лиана, корреспондент ТНВ «Новости». Несколько раз было упомянуто о том, что новый формат приобретает этот фестиваль в этом году. Да, можно поэтапно рассказать, что именно изменилось? Потому что, да, дали темы, сказали, то, что да, будет фестиваль эти 5 дней, вот медиашкола, что еще поменялось? Спасибо. Я где-то повторюсь, наверное, да. Первое, что мы сделали в этом году, мы добавили номинации по вузам и СУЗам, то, что я сказал, да, и договорились о том, что победители получат по 1 миллиону рублей для развития медиацентра. Второе, что мы сделали, это внедрили в систему их дистанционного обучения, будем так говорить, да, это онлайн-формат подготовки наших ребят. Да, в этом году еще нововведением стало то, что мы привлекли на этот онлайн-формат достаточно серьезных экспертов от разных телерадиокомпаний, интернет-изданий, блогеров и так далее. Ну, коллеги подскажут сейчас, да? Помимо этого, мы в этом году, как это и было всегда, привлекли наставников, да, и наставники в этом году уже работают задолго до фестиваля с ними и предоставляют им задания, которые они в течение достаточно большого срока выполняют, и эта работа продолжится до конца июня месяца, до фактически самого главного итогового фестиваля. Ну и в дополнение к этому я хотел тоже проинформировать, может быть, не сказал вслух, у нас индивидуальных номинаций в этом году 8. Татарская печатная журналистика, русская печатная журналистика, радио и подкасты, телевидение и видеоблогинг, фотожурналистика, дизайн и верстка, СММ и новая номинация «Реклама и связь с общественностью». Я 2 слова можно добавлю, да, Ринат Наильевич? Вот на заре Алтын-Калям у нас вот ключевую такую роль играли районные средства массовой информации. И у них там были школы журналистики, и там вокруг них собирались ребята из района. Потом как-то это ушло. И к нам приезжали уже дети, как бы понимая, куда они идут, что они такое вот общение уже с журналистами было. Потом как-то это ушло, и уже ребята как-то больше самоходом, через какие-то пресс-службы там
как-то узнавали, сами приезжали. И получилась такая ситуация, что приезжает человек на фестиваль, да, уже вот на последний этот завершающий этап, и вдруг понимает, что он попал не туда, что это не его, ему это не надо. И он просто так болтается, там не знает, куда себя применить. Вот то, что это здорово, Ренат Ильич, что вы вот сделали это вот онлайн, вот этот этап, Рамзия Ризвановна, да, это здорово просто, потому что вот эти ребята, они уже прошли очень сильный отбор, и они уже на этом этапе отсыпались. Уже вот мне коллеги рассказывали, Лиза Наильевна, вы сказали, да, у него было 7 человек, осталось 5 человек в группе. То есть они поняли, им не надо это. И это, слава богу, зачем народные деньги зря тратить, как говорится. И главное, не только даже деньги, это же и психологическая травма. Он шел за одним, а увидел, что это ему совсем даже это не его. Лучше пусть он раньше это поймет. Вот я считаю, что в этом году у нас вот это хорошая находка такая и полезная очень. Я несколько фамилий только назову. По наставникам, например, если берем русскую журналистику, то у нас наставник Баканов Роман Петрович, это у нас кандидат филологических наук, да. Кажется, не надо представлять, все знают. Да, пиар-директор Татмедиа Лейсан Наилевна, пиар направление. Татарская журналистика, это у нас Рамис Латыпов, главный редактор Интертат.ру. Также у нас по ТВ Луиза, как фамилия забыла? Закирова, Луиза Закирова, тоже очень известная телеведущая. СММ у нас Алсу Миронова. Так, кто еще, кого забыла? Фамилии да назовем. У нас очень сильно... Да назовем, да, все есть. Поджимает время. Последний вопрос. Здравствуйте, меня зовут Маша Хорина. Я представляю направление печатная журналистика на русском языке. И у меня такой немного провокационный к вам вопрос сегодня. Не раз было сказано, что все большим авторитетом начинают пользоваться именно блогеры, а не издания. И вот такой вопрос. Я, например, сама тоже веду блог и вижу тенденцию того, что микроблоги быстро развиваются. Больше людей приходят на личные бренды, и быстро люди начинают даже монетизировать вот это свое хобби. И есть ли нам резон идти дальше работать в какие-то агентства, если сейчас выгоднее вкладывать себя в свой личный бренд? Как вы на это смотрите? Как вы думаете? Спасибо. Да, я отвечу на этот вопрос. Это мой любимый вопрос. Мне студенты постоянно его задают. Смотрите, я всегда отвечаю, мне кажется, тут ответ очевиден. Чем отличается журналист и блогер? У нас всегда было, что там несколько лет назад спорили, научные работы про это писали, что профессиональная журналистика это не блогерство, блогерство это там, они говорили, у вас там вообще вас не читают, а мне зато большая аудитория. Сейчас уже такого нет, да, сейчас я всегда говорю, профессиональные журналисты, они будут всегда нужны. Есть этика журналиста, да, есть нормы поведения, это все этому всему учат, да, обучаются. Но очень важно, чтобы у этого профессионального журналиста был личный бренд. К сожалению, сейчас есть такая проблема у многих профессиональных журналистов, а профессиональных журналистов много, но не все развивают свои личные бренды, их почти, мы не знаем, да, многих. Но очень важно, чтобы в будущем, и я и студентам говорю, это как раз-таки вы должны быть профессиональными журналистами плюс блогерами. Вот это, мне кажется, самое важное на сегодняшний день, и что нам диктует сегодняшнее время. Я, добавлю, Маш, мне кажется, что журналистика – это все-таки служение обществу. Вот если в человеке есть это желание мир к лучшему изменять, он все-таки будет журналистом. И блогеры есть разные. И Вася тракторист у нас есть в Кукмарском районе, там несколько десятков тысяч у него подписчиков, он там пишет про свою жизнь и про свою работу. Но, понимаете, есть доступ, допустим, к информации, такое понятие есть. Блогеру просто так. Блогер это он будет петь о том, что он видит. Вот едет в автобусе, ага, дай-ка я какую-нибудь тему придумаю. И так ребята так живут. И вот когда начинается этот фестиваль, они говорят, вот у меня сейчас вот придумать тему, вот о чем бы мне написать. Вот я куда бы ни пошел, я только думаю о том, какую бы мне тему придумать. А тут жизнь идет, а его не пускают ни на какие большие там совещания, там, где важные вопросы решаются. Он просто вот как частное лицо. А когда журналист, у тебя есть статус уже.
Вот это очень важный момент такой. Если ты хочешь писать о каких-то больших важных вещах, участвовать в формировании вот этого самого общественного мнения, продвигать свое мнение в том числе, то это все-таки журналистика. Уважаемые участники, уважаемые спикеры, на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу пресс-конференцию. Напоминаем, что сейчас у вас начинаются мастер-классы по вашим направлениям. Да, Римат Атласовна. Вот завершение просто. Вы знаете, вот за эти почти у нас 28 лет, ну 27 пусть будет там лет фестиваль существовал, да, вы знаете, вот большая конкуренция, конечно. Вот вы сейчас на низком старте вскочили, побежали, кто лучше напишет, кто лучше покажет, кто лучше вот себя проявит там и так далее. Это конкуренция, это такая конкурентная среда. Пожалуйста, будьте такими, это нормально. Но я хочу сказать, что вот за все эти годы у нас всегда было понимание. Ребята всегда видели, кто вот выделяли тех, которые сильные, они их понимали. У нас ни разу не было, чтобы, допустим, мы жюри вручает гран-при, а там, значит, ребята сидят и говорят, кто это такой. Всегда ошеломляющим шквалом аплодисментов, потому что и жюри старается, чтобы это, честный был фестиваль. На самом деле, вот нам удавалось такими оставаться, и пусть это тоже будет таким. Всем вам желаю победы, старайтесь, стремитесь, и победа будет за вами и за нами, за всеми. Да. Давайте сейчас объявим, кто где. Итак, ребят, пиарщики, реклама, связи с общественностью, можем выходить, пойдемте. Вы со мной.